Есть поэты, в чьих лирических произведениях мы находим ответы на многие вопросы. К таким, без сомнения, великим мастерам пера можно отнести и ингушского поэта Гирихана Гагиева. В богатой библиотеке знатока ингушской литературы Якуба Патиева хранятся все 7 томов его стихов на русском и ингушском языках. Это полное собрание сочинений поэта, которые Гирихан Аюпович написал за 71 год своей жизни. Якуб Султанович признается, что часто читает стихи Гагиева, и они дарят самые разные эмоции, а перед глазами возникает образ самого автора, его доброе лицо и улыбка со следами какой-то грусти. Я его знал лично, много раз виделся с ним. Это был удивительный, не по-современному скромный человек. Чтобы писать так, как это делал Гирихан Аюпович, надо очень любить свой народ и свой язык. У него были стихи на самые разные темы. Он посвящал их родине, матери. В них нашли свое отражение богатый духовный мир народа и общечеловеческие нравственные вопросы. Много своих стихотворений Гагиев писал для детей. Так тонко и красиво, образно и понятно писать на ингушском языке умел мало кто. Одинаково хорошо на русском и ингушском языках, на обоих языках. Ну, как многие и сейчас, и тогда считали, что на языке нашем нельзя выразить какую-то мысль, нельзя лирические вещи писать, например, такие стихи такие о любви, о родине, но такие жесткие-то. А вот так нежно, тонко вряд ли кто смог до него. Шина маргадолла михо зизахерч. Хежи хасуга. Сом хаярг хедж. Лепыш болчы бетто сирда яхкай беш. Хаса баргатеши. Сом хачарях теш. Веги йилық ежиш йықы беттен йох. Хосы бордях йохи, сом хачарях вах. Вейна гуна ганиш лаше херчело, док халой асвон азм хунело. Очень красиво, очень даже, я даже не знаю, как ее перевести на русский язык. Настолько непереводимый, настолько оригинальный. Вот это один факт чтения этого стихотворения меня убедил в том, что на нашем языке можно выразить любую мысль. Гирихан Аюпович Гагиев родился 14 апреля 1945 года в городе Акмолинске, Республике Казахстан. Писать стихи он начал в средней школе. Первое стихотворение Гирихана Гагиева было опубликовано в газете «Путь Ленина» в 1964 году. Кроме того, он писал поэмы и сказки, которые публиковались на страницах республиканских газет. Это после его возвращения на родину, в Ингушетию. Первый сборник стихотворений Гагиева «Тополя в цвету» вышел в свет в 1969 году. Когда в Грозном выходила библиотека молодого поэта, маленькие тоненькие книжки, всего 10-15 страниц, многих поэтов, многие уже потом перестали писать, но это были первые сборники стихов. Меня поразило его, тогда еще это на русском были стихи, первые, которые я прочитал, Гирихан Гагиев, потом уже появились стихи на ингушском языке. Кстати, ему посоветовал перейти на ингушский язык Идрис Базоркин. Ты, говорит, хорошо пишет, но все-таки у них, у русской литературы есть свои поэты, писатели, которые пишут. Тягаться с ними нам трудно, Пушкин и так далее. А вот у нас должна быть своя литература, которая только на нашем языке может выражаться. Поэтому он перешел на ингушский язык и не пожалел об этом. Хотя и продолжал писать на русском, но он большинство уже писал на ингушском языке и писал изумительным. Целый цикл стихов о матери. Это вообще поразительный целый цикл стихов. Потом переводы его. Это все, конечно, меня заставило просто полюбить его как одну из лучших поэтов. Якуб Султанович отмечает, что Гагиев был и остается не просто поэтом, он больше, чем поэт. Знаковая фигура в ингушской поэзии 20 века. Мастер, умеющий тонко чувствовать и передать свои мысли, присущие только ему поэтической манере. Нужно сказать, что порой казалось, что эта задача невыполнима, ведь в большинстве Гагиев писал небольшие по объему произведения. Вот стихотворение Гирихана Гагиева «Мой народ». Оно, в принципе, как эссенция его отношения к народу в целом. Небольшое стихотворение, но оно вместило многое. Великих книг не написал мой небольшой народ покуда, но все-таки великим стал он Прометей, а не Иуда. Нет, не горюет мой народ, что у него пока мест нету ни потрясающих сонетов, ни сногсшибательных от. Ему величие Творца достаточно для жизни славной. Стремиться к Богу без конца, считает он задачей главной. Велик его нелегкий путь, весь мир в его вместился грудь. Для всех народов, всех племен у неба счастья просит он. И были велики всегда его любовь, его беда, а милосердие запас он от гибели весь мир бы спас. Своей кровью осветил он хлеб земной, земную воду. Прошу и к моему народу, будь благословен, вход светил.
В творчестве поэта очень много стихотворений, посвященных матери. В них поэт вкладывал всю свою любовь к этому самому важному его жизни человеку. Вот солнце и звезды. Из маминых ладоней встает, наверное, солнце. Так ласково и щедро горит оно в оконце. А звезды так сияют, как будто родились от маминого взгляда и в небо поднялись. Вот тоже полет мысли, благородства, сыновнего долга и понимание, что все идет от матери. Все связано с матерью, с ее благословением, с ее счастьем. Мать счастья, дети счастья бывает. Вот это имеется в виду главная мысль. Народного поэта Ингушетии, драматурга, переводчика Гирихана Аюповича Гагиева не стало в июне 2015 года. Ему было 71. Его нет среди нас, но он завещал после себя богатое творческое наследие, в котором много лирики, чуточку юмора, много радости, надежды и восхищения.